Здравствуйте. В эфире программы «Интервью». Я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям фракции ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. У вас всегда есть чем поздравить жителей республики. Предлагаю с этого и начать. Конечно, безусловно. Хотелось бы поздравить всех жителей республики с наступающим праздником, с 1 мая, Днем весны, труда. Ну и, конечно, поздравить с наступающим праздником 9 мая. Это великий день, день Великой Победы. Мы знаем, что там, в Европе, у них это день скорби фактически. И действительно, они в то время были побеждены Россией. И мы должны помнить победу наших дедов, прадедов. И не забывать о том, что и сегодня продолжается эта битва, борьба добра со злом в период специальной военной операции. Но победа будет за нами, потому что победа в правде. И всем жителям республики я желаю счастья, здоровья и, конечно, мирного неба над головой. Иван Константинович, ну и в течение всего года, не только в апреле, продолжаются мероприятия, посвященные юбилею Владимира Вольфовича Жириновского. Что прошло в этом месяце? Ну, вообще, вы знаете, что все началось с указа нашего президента Владимира Владимировича Путина, который подписал указ о праздновании юбилея Владимира Вольфовича Жириновского, которому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет. Здесь, конечно, хотелось бы опять выразить слова благодарности Раиду Фаритовичу Хабирову за то, что поддержали. Здесь был создан оргкомитет под руководством Константина Борисовича Толкачева. И достаточно эффективно он отработал. Уже ряд мероприятий в республике прошел. И турнир республиканский по настольному теннису завершился вот буквально в это воскресенье. Ну и провели мы фотовыставку, посвященную Владимиру Вольфовичу Жириновскому во дворце Орджоникидзе. Кстати, дворцу Орджоникидзе, оказывается, который находится в родной мне Черниковке, исполнилось тоже 70 лет. Дворец Орджоникидзе младше, чем Владимир Вольфович Жириновский. Ну и другие конкурсы. Ну, впереди, конечно, ждет нас серьезное мероприятие. Это всероссийский турнир по самбо, который будет проходить во Дворце борьбы 25 мая 2026 года. И планируется приезд председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого на это мероприятие. Ну и мы надеемся на то, что и другие почетные гости также посетят этот большой турнир. Ну и торжественное собрание пройдет в стенах Госсобрания Республики, Курултая, тоже посвященное этому событию. Что касается федеральных событий, конечно, наверное, самым таким масштабным событием, если говорить о Москве. В Москве прошла выставка в Манеже, посвященная Владимиру Вольфовичу Жириновский, продолжение ЛДПР, она так называлась. То есть Жириновский продолжается в ЛДПР фактически. Очень интересное, огромное количество людей посетило, более 100 тысяч человек. В том числе были у нас и Чернышенко, Михаил Владимирович Дегтярев, министр спорта, Степашин Сергей Вадимович. Ну, конечно, и другие почетные гости. Но самым важным гостем на выставке, конечно, был наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, которому очень понравилась тоже выставка. Ну и, собственно говоря, я могу сказать объективно, я очень критически отношусь ко многим вещам. Я могу сказать, что мне тоже она очень понравилась. Я проводил экскурсию Сергею Вадимовичу Степашину, когда еще людей было не так много, то есть выставка только открылась. Ну и в последние дни перед закрытием, до посещения этой выставки президентом, мы уже были с Михаилом Владимировичем Дегтяревым.
был Леонид Эдуардович Слуцкий, просто было не протолкнуться. То есть с каждым днем количество людей увеличилось кратно. Понятно, что работали где-то соцсети, где-то сарафанное радио, люди рассказывали друг другу об этой выставке. Вход был абсолютно свободный, конечно, бесплатный. Вот. Ну и я считаю, что это такой рекорд своеобразный, 100 тысяч человек. Это говорит о том, что все-таки Владимир Вольфович и память о нем, заслуживает внимания. И мы понимаем, что президент России не зря подписал свой указ, тоже с большим уважением относился и относится к памяти Владимира Вольфовича, который очень много сделал для страны в становлении, в частности, современной российской государственности и парламентаризма. И, собственно говоря, конечно, на выставке было очень много экспонатов различных, подарки, которые дарили Владимиру Вольфовичу, награды. Ну и, конечно, вся его судьба, с чего он начинал. То есть вы знаете, что он родился в семье, где было уже 5 детей. Он был 6-м ребенком. Рос без отца, в маленькой комнатке, фактически размером чуть больше этого стола, наверное. В нищете абсолютной. Поэтому, конечно, много человек испытал. И отсюда, наверное, из его нищего, бедного детства послевоенного, родился он в 1946 году, он вынес вот эту любовь к людям и желание помогать людям, которое воплощается и сейчас в партии ЛДПР, в наших депутатах, в наших активистах, главный девиз которых – это помогать людям, как бы это ни выглядело. Законопроекты, запросы, какие-то продовольственные пакеты, даже семена, которые я сейчас вот тоже вам подарил, даже в этом состоял весь Жириновский. Это его завет, который мы несем уже под руководством нового лидера Леонида Эдуардовича Слуцкого. И люди это ценят, мы видим это в результатах на выборах. Мы надеемся на то, что и грядущие выборы, которые пройдут в сентябре 2026 года, покажут, что партия ЛДПР по-прежнему находится на Олимпе, на политическом Олимпе страны. Потому что она работает не от выборов к выборам, она работает постоянно. Обратите внимание на те партии, которые появляются, вот, как только люди заговорили про выборы. ЛДПР этим и отличается. И именно в этом секрет долголетия нашей партии. Мы уже идем к 40-летнему юбилею. Именно в этом секрет долголетия и уважения со стороны граждан к партии ЛДПР. В том, что партия ЛДПР – это партия, куда люди могут пойти всегда, поделиться своими проблемами. И наши активисты, наши депутаты сделают все, что от них требуется, и все, что возможно для того, чтобы решить проблемы наших граждан, ничего при этом не обещая, но стараясь сделать все, чтобы помочь. Иван Константинович, и накануне отмечался профессиональный праздник, День скорой медицинской помощи. Я знаю, что один из законопроектов связан с этим днем. Да, хотелось бы, конечно, поздравить с наступившим праздником этих мужественных людей, которые оказывают первую помощь, в том числе и на дорогах, везде, собственно говоря. Мы понимаем, что когда кому-то становится плохо, мы берем трубку телефона и набираем именно скорую. Понятно, что там 112 сейчас, единый номер, да, но именно они первыми приходят на помощь. И зачастую сталкиваются, конечно, с несправедливостью эти люди, которым я желаю от себя лично, от депутатов фракции ЛДПР и вообще от всех активистов республиканского отделения партии, и не только республиканского, от всей России. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, безопасности и также мирного неба над головой, что сейчас немаловажно, с учетом того, что постоянно объявляется беспилотная опасность. Мы здесь обратили внимание на эту проблему. Проблему нападения не только на медперсонал скорой помощи, но нападают и на водителей скорых, мешают, преграждают дорогу, ведут себя агрессивно. Но, собственно говоря, речь заходит о том, что применяют силу, наносят
телесные повреждения. И, конечно, зачастую эти люди фактически отделываются легким испугом. Этот легкий испуг надо перевести в тяжелые последствия. Это позиция ЛДПР. Мы считаем, что за нападение на сотрудников и на водителя скорой помощи надо усиливать уголовную ответственность, и она должна составлять до 10 лет лишения свободы. Это немножко охладить должно горячие головы тех, кто позволяет себе так по-хамски вести себя в отношении тех, кто едет к людям, которым так необходима та первая помощь. И секунды, минуты эти потерянные, они зачастую стоят жизни, человеческой жизни. Конечно, это надо менять. Еще о каких законопроектах можете сказать? У нас время буквально близится к завершению, но тем не менее. Хочу сказать, что мы уже говорили про законопроект, который, собственно говоря, обязывает предоставлять участки нашим семьям, которые могут их получать на льготной основе. Я говорю, в частности, про семьи с 3 детьми и более. Полностью инфраструктурой. Это должна быть не только у нас дороги и электричество, но обязательно вода, потому что без воды мы не можем ни построиться, то есть, и, собственно говоря, не помыться, не попить ничего. То есть это очень важно. И на 4-м месте газ. К сожалению, данный законопроект в комитете не был поддержан нашими коллегами из других партий парламентских. Но мы будем все равно добиваться того, чтобы наши граждане, в том числе участники СВО, которые также имеют право на получение таких участков, были обеспечены всей необходимой инфраструктурой и не были вынуждены вкладывать дополнительные деньги, а то и, собственно говоря, терять участки по причине того, что они не предназначены для того, чтобы там построить дом и спокойно жить. Иван Константинович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, чем живет фракция ЛДПР, какие планы. И я так понимаю, что в мае мы еще с вами увидимся и уже обсудим мероприятия, посвященные юбилею Владимира Жириновского, уже которые пройдут также в Уфе. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Иван Сухарев. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, фракция ЛДПР. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами. До свидания.